Беспрецедентное начало президентства. На следующий день после инаугурации Трампа на улицы американских и не только городов вышли до 2 миллионов протестующих. Только на женский марш в Вашингтон пришли сотни тысяч. Сам Дональд Трамп сохраняет невозмутимость. На женский марш со всех штатов съехались сотни тысяч человек. Они маршировали против Трампа, который для них стал олицетворением ненависти и презрительного отношения к женщинам. Множество плакатов было посвящено фразе Трампа «гадкая женщина» в адрес Хиллари Клинтон и многочисленным оскорблениям в адрес женщин, которые он неоднократно допускал. В интернете сравнили поведение Трампа и Обамы по отношению к их женам во время инаугурации. Обама, приехав в Белый дом первый раз, выйдя из лимузина, ждал, пока к нему подойдет Мишель. Мелании Трамп в этой же ситуации своего мужа пришлось догонять. Весомости маршу придало участие в нем звезд. Скарлетт Йоханссон заявила, что хоть и не голосовал за Трампа, но уважает его избрание. Она хочет иметь возможность его поддержать, но в первую очередь просит Трампа поддержать ее и ее близких. Поддержите мою дочь, которая в результате ваших действий может вырасти в стране, движущейся назад, а не вперед, и у которой может не быть возможности распоряжаться своим телом и своим будущим, которые были у вашей дочери Иванки. Актриса Эшли Джад увидела Гитлера на американских улицах. Я не знала, что дьяволы могут воскреснуть, но я чувствую Гитлера на этих улицах, только с париком вместо усов. Против политики Трампа выступила и правозащитница Анджела Дэвис. Следующие 1459 дней администрации Трампа будут днями борьбы. Борьбы на местах, борьбы в школах, на работе, борьбы в нашем искусстве и музыке. Это только начало. Самым эксцентричным и запоминающимся стало выступление Мадонны. Из-за ее экспрессивной и нецензурной лексики CNN пришлось убирать звук трансляции. А всем нашим недоброжелателям, которые утверждают, что наш марш ни на что не повлияет, да пошли вы. Участников марша пугают предлагаемые Трампом изменения в политике: закрытие бесплатных центров планирования семьи, отмена всеобщего медицинского страхования, депортация мигрантов и строительство стены на границе с Мексикой. Акции протеста одновременно прошли в Сиднее, в Лондоне, Париже, Братиславе, Барселоне, Приштине, Тбилиси и Праге. Сам Дональд Трамп отреагировал на волну протестов в Твиттере. Он сначала покритиковал знаменитости за вред общему делу, а потом появился его новый твит: «Мирные протесты – отличительный признак нашей демократии. Даже если я не всегда согласен, я признаю право людей на выражение своих взглядов». Роман Спиридонов, Заман, АТР.